Ну, комфортная городская среда – это тоже тренд, и тоже где-то преуспели соседи, может быть, где-то мы уже сейчас в чем-то опережаем. Башкирские дворики и ремонт подъездов – это то, что вы провозгласили, когда пришли. И это все закрутилось, и мы уже привыкли к тому, что сейчас в городах, и не только в столице, появляются новые интересные площадки. Всем ли вы довольны? Вот мне самому интересно, Ратиб, вы всегда во время оперативки очень долгое время говорили конкретно такой-то адрес, включая адреса, об этом даже говорили. Прям вникали. Хватало времени на все это. И вот сегодня к этому моменту вы довольны тем, что реализовано? Что-то еще планируете? Я, вот результат, кстати, на экране. Значит, да, вот уверяю вас, вот такие дворики мы усеем всю республику. Я в своих расчетах, вы знаете, когда я, значит, избрался, я подготовил указ, тогда 310-й, там определенное количество, вот там было написано «Картина мира республики, когда я завершу свой срок полномочий». Вот, и, значит, там мы договаривались, что каждый год будем делать в этом указе 400 дворов. Первый год мы сделали 400, потом 380, а третий год, вот этот год, мы сделали 128 дворов. Деньги, потому что все-таки повыбивало деньги. Но... Вы знаете, вот у меня же многоплановая работа, экономика, инвестиции, вот, но есть, как говорится, любимая дочка, да, если можно так сказать, это вот комфортная среда. Я люблю этим заниматься, и я обожаю заниматься парками. Я сам их, по сути, проектирую, сам, значит, контролирую, сам езжу и смотрю. Мне это нравится, потому что нет ничего более прекраснее в твоей работе, когда ты пришел, ну, вспомните Кашкадан. Ну, неправильно, потому что Кашкадана вы еще не видели, какой он будет. Он будет летом, вы туда, когда приедете, вы... Ну, сейчас уже обретает. Первомайский парк вспомните, да, например, вот как бывает. Вспомните в Белебее, как Вышимбай центральный. Я могу перечислять везде. Вот. И это очень здорово. И самое главное, вот это вот самое приятное, что ты идешь по этому парку. Я вот Первомайский один раз... Мне самому очень нравится парк, там много... Я взял сына своего, но думаю, в парк его свожу. Мы приехали, через 20 минут мы уехали. Сын сказал, пойдем, пап. Знаете почему? Потому что я иду, и люди подходят, а можешь с нами сфотографироваться? И все подходят, спасибо, спасибо. Он маленький еще, не понимает. Он же хотел со мной побыть, а не дали побыть. И вот просто собрались и уехали. Поэтому люди очень благодарно принимают эти вещи. Значит, почему первое время говорил? С огромным, ну, не скажу удивлением, но я, честно говоря, даже начал в себе сомневаться. Думаю, неужели я не могу наладить эту работу? Первый год с дворами это был просто ужас. Значит, обманы, значит, безобразная работа, некачественная приемка, выплата денег не туда. И я просто, ну, помните, там я и ряд кадровых решений, по сути, принимал. Вот. Второй год куда ни шло. Вот этот год мы закончили гораздо лучше, но тоже не перфекционист, не на отлично. Но будем надеяться, вот наладим работу. Вот. Мы эту работу не остановим, безусловно. Как только наши ресурсы будут позволять, количество дворов. И вы знаете, что мне нравится? Люди, когда увидели дворы, они начали в очередь, они начали требовать. И я когда встречаю, а почему наш двор не приходите? Мы им объясняем, ну вот ваш двор в очереди стоит и так далее. Поэтому вот у нас задача, мы же как стараемся, мы самые убитые дворы в первую очередь делаем, а потом потихонечку. Но темпы мы дворов сделаем. Подъезды это тоже, помните, какие ужасные ремонты. Мы платили деньги, мне всегда было удивительно. Ну слушай, ну ты заработаешь это, сделай качественно. Пустяковые, в общем-то, вещи общестроительные. Но первый год тоже был очень плохой. Но мне кажется, вот мы сейчас уже появились люди, которые понимают, и строительные организации, которые понимают наши требования и готовы с нами Вы работать. подрядчиков имеете? Подрядчики, да. У нас же, вы знаете, вот даже, я вот привожу этот пример. Количество площадок детских с мягким покрытием, вот как здесь, в республике, наверное, там насчитывалось десятками. Сейчас они сотнями насчитываются. Это естественно настолько. Это я всегда рассказываю пример. Я рассказывал, нет? В Зелаире, когда сделали первую площадку детскую, значит, для детей, знаете, как дети приходили? Они обувь свою снимали аккуратненько и носочкой заходили на эту территорию. Вот. Это к чему говорю? Ну, во-первых, это такое воспитание замечательное наших детей, скромное. А во-вторых, я говорю, что для людей это, ну, чудо невиданное, значит, и так далее. А на самом деле это естественно, это уже весь мир так, мягко. Я уж, извините, два слова еще скажу, тема больная. Опять же, помните, была история,
Мне говорили: слушай, вы не тем занимаетесь. Я говорю: а что не тем? Вы что прицепились к этим качелям? Я спас от травматизма и смерти детей. Мы там несколько десятков тысяч качелей поменяли, жесткие сцепки. Помните эту историю? Сколько шума, гамма было и так далее. Но сделали же это. Нормально сейчас дети. Нет ни одного, наверное, советского ребенка, который не пострадал бы от таких Я качелей. Руслан, да. я сейчас сидел и думал, сказать, Ради Фарич, ну вот мы выросли вроде, Тебя живы, тоже здоровы, било и качелями, жесткая да? сцепка была. Ну, поколение нынче другое, конечно, и требования другие.